Детей войны чествуют в Музее культуры и истории народов Севера. В Якутске стартовали мероприятия, посвященные Году памяти и славы. В музее, где проходит встреча с ветеранами, находится и наш корреспондент Саргалана Федорова. Саргалана, как идет мероприятие? Приветствую, Василий. Сегодня здесь собрались дети войны. Это ветераны, труженики тыла. Их радужно встретили, еще раз поблагодарили за подвиг и героизм. Дети войны – это люди, которые не сражались с фашистами на фронте, но вместе со взрослыми они трудились в тылу. И в годы войны были созданы комиссии по устройству беспризорных детей во всех областях, и были спасены более 1 миллиона детей, которые потеряли родителей или потеряли с ними связь. И сегодня в Якутии проживают 18 тысяч детей войны, из них 6 тысяч в Якутске. И те, кто сегодня смогли прийти навстречу, очень рады общению и вниманию. И они ведут активную жизненную деятельность, участвуют в патриотическом воспитании молодежи. И за это им сегодня вручили памятные медали 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина. И у каждого из ветеранов своя история жизни, на которой наложила отпечаток война. И своими воспоминаниями с нами поделился ветеран педагогического труда Антон Данилов. В годы войны я был маленьким. Я поступил в школу в подготовительный класс в 1947 году. До этого, конечно, я помню, в военное время жизнь была очень трудной. Люди работали с утра до вечера, от зари до зари. Остались только женщины и старые люди. Молодые мужчины все находились в фронте. Из нашего наследия, из второго Лючинского наследия уехало всего 71 человек. Большая половина их погибли на фронте. Меньшая половина вернулась и стали поднимать свой колхоз. Пережив все тяготы войны, ветераны не теряют оптимизма. В Якутии активную работу ведет общественная организация «Дети войны». Они издали 3 книги «Дети войны долины Туймада», куда вошли воспоминания свидетелей суровых военных времен. И на этот юбилейный год у них тоже много планов, и все это они сегодня обсудят. Пока известно, что они готовят к изданию сборник произведений детей войны. А у меня все. Василий. Да, Саргалана, спасибо за информацию. Я напомню нашим телезрителям, что мероприятие осветила наш корреспондент Саргалана Федорова.